Опытом и молодостью в преддверии старта чемпионата по футболу во втором дивизионе главный тренер Алании провел пресс-конференцию. Большое внимание было уделено изменению в составе. Несмотря на философию Заура Тидеева о том, что в нынешней команде должны играть в основном молодые игроки, состав красно-желтых пополнили два опытных футболиста. Это вратарь Алан Хайманов и полузащитник Валерий Макиев. Эти два игрока должны стать дядьками в молодой команде барсов. Главными причинами неудач в прошлом сезоне стали неуверенная игра в обороне и частые вратарские ошибки. Поэтому заявочная трансферная кампания была направлена на устранение этих изъянов. Из Казахстана вернулся Марат Бутуев, из крымского Витязя приглашен Арсен Кайтов. Проблемы с обороной заставляют главного тренера искать компромиссные варианты. Так, крайнего полузащитника Алана Алборова планируют наигрывать на позиции левого защитника. Не обошлось и без потерь, главной из которых стоит назвать уход главного бомбардира команды в прошлом сезоне Ацамаза Бураева. Теперь ему предстоит доказывать свою состоятельность в высшей лиге Армении. Сменить его призванный молодой талант из Южной Осетии, фамилию которого Заур Тидеев пока не назвал, и Георгий Кулов, пытавшийся устроиться в команде МЛС. Помимо них состав пополнили несколько совсем молодых футболистов из республиканских школ «Юность» и «Спартак». Особенно Заур Тидеев отметил работу двух известных детских тренеров – Дзодзаева и Тахохова. О задачах и целях на предстоящий сезон наставник Алании говорит довольно аккуратно. Самая главная задача остается прежней – сохранить футбольный клуб «Алания», создать благоприятные условия для молодых игроков, чтобы они воспитывались. И самое главное, все-таки, общаясь друг с другом, с футболистами, мы все-таки решили, что надо попробовать занять самые высокие места. Я считаю, что не нужно следовать по примеру такому, что надо все сразу и потом получить ничего, как это случилось, на мой взгляд, в последнее время, потому что мы, к сожалению, приобрели в свое время премьер-лигу, но в конечном итоге мы потеряли команду Алания раз и навсегда, потому что мы другая Алания. Проблему нынешней Алании на сегодняшний день с избытком. Материально-техническая база в удручающем состоянии. Стадион повис с залогом в судебных тяжбах. Футбольная база требует огромных финансовых затрат для приведения в должный вид. Также отсутствует премиальный фонд и нет гарантии о своевременных выплатах зарплаты. Несмотря на все это, в будущее Заур Тидеев смотрит с оптимизмом. Некоторые надежды связаны с новым руководством республики, но обращаться к ним стоит не с вытянутой рукой, а с готовым предложением, чтобы республика была заинтересована в поддержке клуба. Мы все время уповаем на то, что скажет руководитель республики. Мы должны сами прийти к нему с определенным предложением, где мы просто как профессионалы обязаны его убедить в том, что нужно на сегодняшний день для сегодняшней Алании. Я думаю, что достаточно того, чтобы параллельно развивать детско-юношеский футбол вместе с главной командой республики. Тогда я думаю, что любой руководитель будет понимать, что это исключительно социальный проект, что это исключительно проект направлен на то, чтобы сегодня встать с колен все-таки на ноги. Все здравомыслящие люди, ну как может руководитель республики в Осетии быть против футбола? Я в это не верю. В очередной раз Заур Тидеев отметил важность болельщиков в достижении командного успеха. Помимо этого, еще одной новостью стал новый технический спонсор клуба. С нынешнего сезона экипировку команды будет изготавливать немецкая компания Яко. После многих лет сотрудничества с британским поставщиком экипировки Умбра у команды начинается новая эра. Кто знает, может быть, действительно молодой тренер с действительно молодым составом приведет новую Аланию к новому успеху.